В муниципалитетах Коми некоторые праздничные мероприятия все-таки состоятся, но при условии соблюдения строгих ограничительных мер. Принято решение сохранить выступления творческих коллективов и театров. Большой тур хора Пятницкого тоже в силе. При поддержке Ростуризма артисты проедут от Воркуты до Сыктывкара. Об этом рассказала министр культуры Мария Балмастова на пресс-конференции, посвященной старту блог-тура «Россия – страна возможностей». На вековой юбилей республики топовые блогеры тоже готовят подарок. Какой именно, знает Дарья Вологжанина. Топ-блог – это большой проект, который объединил более 40 тысяч человек одной целью – обучением ведению социальных сетей. Блогеры-миллионники и эксперты рассказывали, как создавать уникальный и яркий контент. Заключительный этап – блог-тур. Из 85 субъектов России с помощью голосования выбрали 15. Голосовать за Коми призывал даже глава республики Владимир Уйба. В итоге Коми с большим отрывом набрала свои победные 33 тысячи голосов и вошла в топ-5 регионов-победителей. Именно о нашем северном крае снимут свой фильм популярные блогеры. Сегодня очень знаменательно, что именно в рамках столетия, в рамках юбилея в этом году нашей республики, ваш приезд, конечно, очень для нас необходим. И сегодня я очень признательна, что благодаря вам, наверное, многие в нашей России узнают, что такое Республика Коми, узнают действительно всю красоту, все то, что... чем мы живем, где мы живем и что сегодня мы готовы подарить тем, кто приезжает на нашу удивительную малую родину. 5 дней и очень насыщенная программа. Вот что ждет блогеров. В первый национальный музей региона и село на 7 холмах – Иб, где блогеры посетят финно-угорский этнопарк. Здесь и Коми национальная кухня и интерактивная программа, которую очень ждет блогер Максим Мяков. Когда еще был в самолете, решил прочесть пункты, по которым поедем. Очень вот понравилось, что у нас сегодня с 18 до 20:00 будет интерактивная программа с коми-охотником, стрельба из лука, метание копья и кормежка лося Макса. Вот. То есть я Макс, лось Макс, как все очень интересно сходится. Уже завтра поездка в Троицко-Печорский район, где блогеры увидят одно из 7 чудес России – столбы выветривания на плато Мань-Папунер. Для путешественника Алексея Жирухина, который в Коми уже бывал ранее, это станет исполнением мечты. После зимы мне интересно было посетить еще и летнюю республику Коми. И вот, видимо, желания материализовались. Всегда интересно было посетить как раз столбы выветривания. Это одна из таких вот, наверное, самых заветных желаний. Вот завтра она сбудется. Вот. Поэтому мне здесь изначально очень понравилось. Люди понравились, понравилась природа. Чтобы участники тура не замерзли северным летом, им вручили брендированные куртки в цвет Коми-флага. А зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева подарила и сам флаг. Отметила, что после тура он должен занять почетное место в музее Госсовета Коми. Завтра начинается ваш тур. Вы обязательно посетите Мань-Папунер. Нам очень хотелось, чтобы, ребята, каждый из вас с этим флагом сфотографировал. Вообще я знаю, что 13 блогеров из разных регионов. Вот было бы здорово, знаете, что сделать? Проехать с этим флагом еще и по тем регионам, откуда вы все. Также участники блог-тура отправятся в этнографическую экспедицию по пути Кандинского. Они посетят Ульяновский монастырь, село Усть-Кулом, озеро Дон и село Кирчомья. По итогам тура на популярных интернет-площадках блогеры разместят фильм о Республике Коми, съемки которого, кстати, уже начались. Начали! Они вот эти трубки... Фотографируем. Они как будто ленточки. Убираем флаг, жмем руки. Да, все, друзья, обнимаемся. Спасибо вам большое. Дарья Вологжанина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.